Салям алейкум, сайхылы достар. Меня зовут Рустем Дервиш. Я ведущий программы «Крым-татар Ямеклери». Сегодня мы находимся в таком прекрасном месте. Это у нас Грушевое озеро. Причем на крымско-татарский язык это переводится как Армутлюголь. И сегодня мы будем готовить прекрасное крымско-татарское аутентичное блюдо – пиляв. Чем отличается крымско-татарский пиляв от всех остальных? Отсутствием в нем моркови. А почему в нем не было моркови? Потому что до 18 века в Крыму не было моркови и картофеля не было. И главное отличие, я считаю, что это главное отличие от всех остальных, крымско-татарский пиляв готовили на топленом сливочном масле. Итак, какие продукты нам нужны для приготовления нашего блюда? Это 1,5 килограмма риса. Я взял осман, потому что у меня хорошо получается с этим рисом. Килограмм свежайшей баранины, 500 грамм сливочного топленого масла и по 150 граммов изюма и кураги. Ну и, конечно, лук. Много не надо, 3 луковицы достаточно. Ну и соль, куда без нее. Режем баранину на мелкие кусочки. Свежайшую баранину. Кусочки должны быть размером примерно 1 на 1 сантиметр. Может быть 1 на 2, может быть чуть больше. Существует больше 200 видов плова. Считается, что больше 200 видов плова в мире. А у нас, у крымских татар, не менее 20, больше 20. Ну, я считаю, что еще больше, потому что в каждом районе Крыма готовили по-разному, чуть-чуть по-разному, это уже другой плов. Хозяйка, когда готовила, могла добавить, дома есть какие продукты. Если, предположим, праздничный плов, пиляв очень часто готовили с сухофруктами. Это изюм, курага. А если это не сладкий пиляв, то добавляли разные виды, разные сорта мяса. Баранина, говядина, печень. Кроме мяса ничего не мешало хозяйке добавить и различные овощи, фрукты. То есть такое широкое поле, да, для фантазии. Ну и каждая хозяйка, естественно, гордилась своим умением готовить пиляв, как и сегодня, собственно говоря. Просто мы забываем, что это наше крымско-татарское блюдо. И оно очень вкусное, мы сегодня в этом убедимся. И вы потом, посмотрев это все, я надеюсь, кто не умеет, повторит и убедится, что это вкусное блюдо. А кто умеет, напишет нам, как они дома готовят. Так, режем лук. Лук мы режем, нарезаем кубиками. Принято считать, что плов первые начали готовить ногай в степи. И только потом он распространился по всему Крыму. Но мне больше нравится думать, что южнобережные татары, ну, люди, которые жили в портовых городах, около них, начали готовить его, может быть, раньше, чем в степи. А есть еще один интереснейший способ приготовления пилява – фуруни. Фуруни, но только не в хазане, а в тыкве, внутри тыквы. Наполняли, ну, соответственно, тыкву продуктами и выпекали в фуруни. Представляете, как это было вкусно? Но мы сегодня будем делать пиляв в хазане. Пока масло согревается, хочу обратить ваше внимание на граммы. Я в начале передачи сказал, сколько у меня есть граммов продуктов, но все зависит от вашего настроения. Иногда можно положить больше масла, иногда меньше. Не обязательно все, что у вас есть, положить. Так, на заметку молодым хозяйкам. Потом не говорите, что я вам не сказал. Берем лук, опускаем масло и проверяем. Если вот так вот весело зажурчало, как вулкан закипело масло вокруг луковицы, это значит, мы уже можем закладывать мясо. Лук мы должны отсюда убрать из масла, чтобы он там не сгорел. И все, закладываем мясо. Аккуратненько, соблюдая технику безопасности. О, смотрите, что происходит. Вай. У нас есть волшебный кевгар.
Так, наша задача, вот почему мы такую температуру, нам важна высокая температура. Наше мясо, попав в масло, должно тут же запечататься со всех сторон. Для того, чтобы сохранить все соки в нем находящиеся. Оно когда запечатается, и будет такой кусочек красивый, румяный и вкусный, соответственно. Обязательно нужно вот так перемешивать, следить за процессом, крышку не закрываем. У нас мясо должно обжариться со всех сторон. И когда оно подрумянится, за этим внимательно следим, потом у нас следом пойдет лук. Самая лучшая еда получается, когда готовишь ее на живом огне. Мясо у нас подрумянилось. Теперь мы добавляем лук. Готовка — это творчество. Нужно ложить столько, сколько вам нужно. Еще раз говорю, граммом сильно не привязывайтесь. Вот. Сейчас у нас лук тоже должен подрумяниться, стать красивым, румяным. И потом мы нальем воды. Так, все, у нас лучок подрумянился. И в этот момент мы наливаем воды. У нас 1,5 килограмма риса, и мы наливаем теплой воды 1,5 литра. Все это сейчас кипит, покипит. Потом мы проверяем соль, мясо. Должно быть уже почти готовое. И потом у нас уже идет рис следом. Так, у нас сегодня ветреная погода и не дает пламени держаться стабильно. Поэтому я его накрою крышечкой, чтобы вода закипела. И пока, быстрее закипела. И пока у нас кипит вода, у нас есть время помыть рис. Важная информация. Рис нужно промыть, хорошенечко промыть несколько раз, чтобы вода стала прозрачной. То есть мы должны удалить из риса вот этот вот крахмал. Если мы его не удалим, он склеится, там этот рис, и будет не очень красивый. Вот. А мы хорошенечко его промываем. Вода становится прозрачной, насколько это возможно. И все. Так, отлично кипит, все. Крышка сделала свое дело. Теперь мы посолим. Соль по вкусу. Чуть-чуть нужно, чтобы было солонее, чем нужно. Чуть-чуть. Потому что у нас еще дальше рис пойдет. И рис возьмет на себя часть соли. Вот. И следом я в этот момент ложу изюм. Пиляв у нас сладкий будет с изюмом. Традиционно. Изюм, смотрите, некоторые ложат после риса, вместе с рисом, после риса. Можно и так, ничего страшного нету в этом. Главное, чтобы он там был. Так, есть. Теперь еще раз кипит. Мы пробуем мясо. Кстати, можно его сейчас уже попробовать. Соль на вкус. И уже можно закладывать рис. Так, небольшой совет. Чтобы не испортить внешний вид плова, мы используем светлый изюм. Потому что если мы положим темный, то у нас, соответственно, и цвет будет темный. А нам это нужно? Нам нужно, чтобы красиво было. Так, теперь у нас все кипит, вкус хороший, мясо подошло. Настало время закладки риса. Огонь хороший. Так, пошел рис. Рис распределяем равномерно по всей поверхности. Потом мы еще выровняем. Выровняем вот так аккуратненько. У нас воды 1,5 литра на 1,5 килограмма риса.
Красиво распределяем по всей поверхности. У нас вода должна чуть-чуть закрывать поверхность риса. Чуть-чуть, не сильно. Так, мы рис заложили, разровняли. Это очень важно. Значит, над рисом должна быть у нас водичка. И теперь мы должны дать хорошее пламя, огонь, температуру, чтобы испарилась быстренько вода. Вот это очень важно. Вот этим и отличается плов, хороший плов, от простой рисовой каши. Именно вот это вот определяет качество плова и мастерство повара. После того, как выкипела вода, мы формируем горочку такую, собираем рис в кучу. Красивую, не в кучу, а в красивую горочку такую. Он у нас какой красивый получается. Вся вода выкипела. Это очень важно, он должен быть красивым. Нужно проделать отверстие для того, чтобы выходил лишний пар. Вот так, в центре. В центре и по бокам. Чтобы свободно выходил пар изнутри. И мы все это накрываем крышечкой. Накрываем. Желательно как можно плотнее. Огонь уменьшаем и ждем 30 минут. 30 минут счастливого ожидания, и мы потом будем кушать вкусный плов. Наши 30 минут прошли, открываем. Ух, не зря старались, походу. Так, теперь наша задача его перемешать. Самое главное, пиляв мы перемешиваем. Есть, конечно, другие виды плова, где не перемешивают рис с мясом, а потом накладывают, когда тоже не перемешивают, и человек кушает так. А если это пиляв крымско-татарский, то мы его перемешиваем. Маслом пропитывается весь рис. Маслом, изюмом. Получается такой божественный, незабываемый вкус. Запах. Ну, как я вам передам запах? Нежный сливочный запах. И вот баранина добавляет вот этот вот свой аромат. Но я все равно попробую, потому что нужно попробовать и вам рассказать. Получилось ровно так, как я хотел. Пишут про пиляв, что он должен быть чуть-чуть мягче, чем плов. Но мне нравится вот как плов. Наверное, потому что я родился в Узбекистане. Очень вкусно. Вот этот сливочный вкус отличается от узбекского плова, от того, к которому мы привыкли. Вот этим сливочным вкусом. Ну, у нас есть чай. Это наш крымский чай, дах-чай, лимон агачи. У нас деревший, всегда можно его найти. Мы еще раз убедились, что у нас уникальная кухня со своими многовековыми рецептами и обычаями. Попробуйте приготовить это дома. А сегодня мы с вами прощаемся на этой радостной ноте, что у нас все получилось. Увидимся в следующей серии.